Доброго времени суток, дорогие телезрители. В эфире телеканала МВК Саха, передача про авто 14, где мы обсуждаем темы и поднимаем вопросы, которые касаются безопасности дорожного движения. В студии работает Дмитрий Тамыров. И в течение последующих 25 минут вас ждет много полезной и интересной информации. Итак, смотрите сегодня в нашем выпуске. Статистика происшествий. Что случилось на дорогах республики за последнюю неделю? Какую роль играет общественность в обеспечении безопасности на дорогах? День рождения госавтоинспекции сотрудников и ветеранов ГИБДД поздравит заместитель начальника госавтоинспекции Республики Саха-Якутия Мирзахан Гаджиев и также Македон Зорин, полковник полиции, более 30 лет, отслуживший в рядах ГИБДД. А в начале выпуска предлагаем вашему вниманию обзор происшествий, которые произошли на дорогах нашего региона. За минувшие дни на автомобильных дорогах республики с 26 июня по 2 июля зарегистрировано 25 дорожно-транспортных происшествий, где погибло 2 человека, травмировано 37, в том числе 7 несовершеннолетних получили различные увечья. Так, 26 июля в поселке Пеледуй мужчина, управляя мотоциклом марки «Урал», при повороте налево, не выбрав безопасную скорость движения, не справившись с рулевым управлением, совершил съезд в кювет с дороги с последующим опрокидыванием мототранспорта. В результате происшествия мужчина получил перелом левой руки и нижней челюсти. В ходе проверки установлено, что водитель мотоцикла не имеет права вождения транспортными средствами, а по проведенному медосвидетельствованию было установлено, что он был в состоянии алкогольного опьянения. Также в этот же день, 26 июня, по улице Мерзлотная водитель, управляя автобусом ПАС, при повороте направо допустил опрокидывание, то есть падение пассажира из салона транспортного средства. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир получил травмы и ссадины. Назначено амбулаторное лечение. А вот 28 июня на 4-м километре автодороги регионального значения Мухтуя в Ленском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. Предварительно установлено, что водитель «Урал» приехал на своей автомашине, чтобы отбуксировать другую автомашину «Урал», которая сломалась на подъеме. Во время монтажа буксировочного троса один из водителей находился между двумя автотранспортными средствами. Неожиданно автомобиль покатился вниз по спуску и придавил мужчину. Он скончался на месте происшествия до приезда кареты скорой помощи. По данному факту ДТП проводится проверка. А вот 2 июля в городе Алдан водитель, управляя автомобилем Mitsubishi Pajero, при повороте налево не убедился в безопасности маневра, не выполнил требования ПДД и не уступил дорогу встречному мотоциклу марки Honda. В результате происшествия мотоциклист был госпитализирован в Алданскую больницу, и спустя некоторое время он скончался. По материалу ДТП назначена автотехническая экспертиза. Все причины и обстоятельства данного происшествия выясняет следствие. 3 июля свой профессиональный праздник отмечают сотрудники госавтоинспекции. В этом году им исполнилось 87 лет. С поздравительным словом в нашей студии заместитель начальника управления ГИБДД Якутии, подполковник полиции Мирзахан Гаджиев. Мирзахан Мугадович, здравствуйте. Здравствуйте. Еще раз поздравляю вас с прошедшими праздниками. Ну и расскажите, сколько сотрудников сегодня обеспечивают безопасность на дорогах региона и какую задачу они выполняют? Спасибо за поздравления. В первую очередь хотелось бы поздравить всех моих коллег с профессиональным праздником, с Днем образования службы госавтоинспекции, а также ветеранов службы, которые внесли и по сегодняшний день вносят неоценимый вклад в безопасность дорожного движения на территории республики. Штатная численность сотрудников госавтоинспекции на сегодня более 600 человек. Главная задача всех сотрудников, неважно, несут они службу непосредственно на дороге или трудятся в кабинетах, это безопасность дорожного движения, предотвращение дорожно-транспортных происшествий, сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения. Все это первостепенные задачи службы. Мы в последнее время видим, что, несмотря на большую информационную и надзорную работу, количество ДТП на дорогах региона увеличивается, в том числе и количество жертв. С чем это связано? Почему статистика показывает обратное?
Если говорить о конкретных цифрах, то они на сегодняшний день выглядят следующим образом. Всего с начала года на территории республики зарегистрировано 334 дорожно-транспортных происшествия, в которых, к сожалению, погибло 32 человека, а также более 420 получили травмы различной степени тяжести. Рост аварийности связан в первую очередь с человеческим фактором. Это как игнорирование требований правил дорожного движения, это управление транспортными средствами в состоянии опьянения, так и превышение скоростного режима, выезд на полосу встречного движения. Это и наезды на пешеходов по вине как и водителей, так и самих пешеходов, которые допускают нарушение правил дорожного движения в части переход в неустановленном месте дороги, переход на запрещающий сигнал светофора. Ну, если посмотреть на сезон, в какое время года больше всего дорожно-транспортных происшествий у нас происходит? И какова статистика с начала лета? По статистике, в весенне-летний период в связи с возрастанием активности движения возрастает и количество дорожно-транспортных происшествий. Возрастает количество мототранспорта и велотранспорта на дорогах. Например, в июне на дорогах республики зарегистрировано 81 дорожно-транспортное происшествие, в которых погибли аж 13 человек, а также более 100 получили ранения. В завершении, отмечая праздник, чьи имена вы можете отметить, вспомнить и поздравить, собственно, ваших коллег с прошедшим профессиональным праздником? Точно скажу, что в рядах госавтоинспекции служат высокопрофессиональные, достойные и мужественные сотрудники. У нас прекрасная ветеранская организация, связь с ветеранами поддерживаем. Хочется отметить наших ветеранов Дмитрия Дмитриевича Максимова, Рабиновича Льва Владимировича, Сергея Степановича Соловьева, Виталия Иннокентьевича Кривошапкина, Евгения Алексеевича Безрукова, а также Татьяну Олеговну Соколову и многих-многих других ветеранов, которые продолжают уже после выхода на заслуженный отдых вносить весомый вклад в безопасность дорожного движения на дорогах республики. По традиции отметили отличившихся сотрудников, поздравили наших ветеранов, вручили очередные специальные звания сотрудникам, а также непосредственно работали, несли службу в этот праздничный день. Ну, а я хочу вам напомнить, что у нас в гостях был заместитель начальника Госавтоинспекции республики, подполковник полиции Мирзахан Гаджиев. Также с Днем образования ГАИ сегодня своих коллег поздравляет полковник полиции, ветеран Госавтоинспекции Якутии Македон Зорин, который прослужил в рядах ГИБДД более 30 лет. В дорожно-патрульную службу Македон Капитонович пришел сразу после службы в армии, и на многие годы его основным местом патрулирования стал перекресток улицы Ленина и Кирова. 6 лет в любую погоду, и в жару, и в холод, старший сержант Македон Зорин пешком патрулировал по одному маршруту от остановки Туймада до кинотеатра «Центральный». Пешеходы и водители уже знали его в лицо. Тогда штрафы были в основном рубль, 3 рубля. Вот так было. А за что? За переход в неустановленных местах. Помните, да, от остановки прямую до Кристалла переходили? Да. Вот там я стоял все время. Ну, всех не оштрафую, все без денег все равно. Но предупреждение и профилактику делали. После дорожно-патрульной службы Македон Капитонович работал в отделе технического надзора, регистрационно-экзаменационном отделении, занимался следствием угнанных и похищенных машин, а после возглавил Намское отделение Госавтоинспекции, где проявил недюжинные организаторские способности и таланты. Расширил штат с 4 инспекторов до 14, построил новое административное здание, провел ГАЗ до поста ГАИ. И теперь стационарный пост ГАИ на Намском тракте единственный в Якутии, который до сих пор функционирует. За годы работы у Македона Зорина немало наград и грамот, но самая дорогая из них – самая первая – та, что вручили за задержание вооруженного грабителя.
Видно, что наш герой очень скучает по работе, вспоминает о ней с радостью и ностальгией. И это неудивительно, ведь в ГАИ он прошел весь трудовой путь от простого инспектора ДПС до большого начальника. Но вот что удивляет, свой карьерный рост Македон Капитонович запланировал еще в детстве, а точнее в 3 классе, когда в его родной поселок Натора приехали инспекторы РУВД Ленского района Румянцев и Сергеев. И рассказали мне подробности о работе ГАИ. И, говорит, и предложили мне поступить в школу ГАИ. И сразу меня доявилось это желание работать в ГАИ после этого, в 3 классе. План был у меня школу ГАИ закончить и юридический юрфак должен закончить. Так и вышло у меня. После службы в армии и окончания сельхозтехникума в 1985 году Македон Зорин отправился на Халтурина 10 с твердым намерением вступить в ряды госавтоинспекции. На работу его принимал тот самый Сергеев Михаил Егорович, который и проводил профориентационную работу в далеком детстве Зорина. И сегодня, имея за плечами почти 30 лет работы в ГАИ, Македон Капитонович искренне поздравляет всех сотрудников ГИБДД, своих коллег и ветеранов с профессиональным праздником. Желаю всем неиссякаемого запаса энергии, новых профессиональных достижений и побед, здоровья, благополучия вам и вашим семьям, и всем жителям республики, зеленого сигнала, светофора и безаварийный перекресток. Редакция программы «Про авто 14» присоединяется к поздравлениям и желает всем сотрудникам и ветеранам госавтоинспекции ровной и прямой дороги, безопасных поворотов, аварий и плохой погоды, здоровья, отличного настроения и благополучия вам и вашим семьям. Согласно данным Росстата, в 2022 году на дорогах страны погибло более 14 тысяч людей. Это примерно 36 человек в сутки. Поэтому, чтобы люди перестали в таких количествах погибать на дорогах, нужно бороться с нарушителями. Во-первых, сообщать в службу 112 о правонарушениях. Например, если вы увидели, что кто-то из водителей не пропускает пешехода или выезжает на встречную полосу, создавая при этом какие-то либо помехи, вы можете свободно сразу экстренно позвонить в службу 112. И не бойтесь проявлять свою гражданскую позицию, ведь добровольным помощником ГИБДД сегодня может стать каждый житель региона и страны. Ну, а для этого вам всего-то понадобится любой гаджет, который вы будете иметь с собой. О неравнодушии граждан в нашем следующем сюжете. Одна из самых крупных общественных организаций республики «Лига отцов» не первый год работает с ГИБДД. Так, в канун новогодних праздников общественники и сотрудники госавтоинспекции поблагодарили законопослушных водителей, которые перевозили своих детей с соблюдением правил дорожного движения. Последние получили сладкие подарки и настольные игры. А на днях отцы отправились в дорожно-патрульный рейд для выявления и контроля наиболее опасных участков дороги, где у малышей больше всего шансов угодить под колеса автомобиля. После проверок выявили ряд нарушений. Некоторым местам нет дорожных знаков, даже не было пешеходных переходов. И там, где на положенном месте не было лежачий полицейский, то есть искусственная неровность. Но после проверки ответственные на сегодняшний день все нарушения были устранены. Напомним, что Лига отцов республики была основана в 2007 году. Тогда же, 16 лет назад, прошел первый съезд пап-активистов. Сегодня по всей Якутии созданы и работают более 500 советов отцов, и в их состав входит около 15 тысяч мужчин, которым близка идея активного и осознанного отцовства. Лига принимает в свои ряды всех мужчин и отцов, которые хотят работать на благо родной республики. В нашем Якутске и в целом республике происходят дорожные транспортные происшествия. И эта динамика, к сожалению, ухудшается, цифра растет. Поэтому, пользуясь моментом, я хочу сказать, что, уважаемые жители республики, пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения. Родители тоже своим детям учите правила дорожного движения. Мы за безопасность на дорогах.
С удовольствием хочу приступить к нашей постоянной любимой всеми рубрике, в которой горожане проверяют свои знания о правилах дорожного движения. По традиции наш экспресс-тест состоит из 10 вопросов, а ответит на них сегодня у нас наша гостья. Это нутрициолог Юлия Заболоцкая-Избекова. Когда вы сели первый раз за руль и каков ваш стаж вождения на сегодня? Получается, около 15 лет назад я села за руль сразу же, как закончила автошколу. Прямо я помню, в день получения прав я пошла и купила первую свою машину. Ну, сейчас давайте проверим ваши знания, вспомним то, что было 10 лет тому назад, когда вы впервые сдавали экзамен и так далее. Так, первый наш вопрос звучит следующим образом. В какой из дворов вам можно въехать в данной ситуации? Повороты во двор запрещены. Второй вариант – только во двор направо. Третий – только во двор налево. И четвертый вариант – это в любой. Мне кажется, все равно в любой, потому что повороты находятся после перекрестка. Там нет никакой разметки запрещающей, опять-таки, да, то есть никаких знаков, запрещающих повороты. Так что, мне кажется, ничего страшного. Ну, то есть, получается, здесь вы выбрали Ну, стоит вот этот вариант, знак одностороннего движения, да, поэтому, мне кажется, как бы едешь прямо и налево-направо, там повороты уже не запрещены, нет запрещающих знаков, значит, наверное, в любой можно двор свернуть. Так, ну мы продолжаем дальше. Следующий вопрос. В какой из указанных знаков запрещено дальнейшее движение всех, без исключения, транспортных средств? Первое – А, Б, В. Но они все, получается, первый кирпич, я вот не помню, что он значит, но он тоже как бы запрещает движение, ограничивает, да. Второй знак, он просто предупреждающий, что, возможно, будет опасность, а третий, это, по-моему, вот как раз и был запрет всего. Ага. Ну, мы узнаем ответ правильный далее. Да. И следующий наш вопрос. Разрешена ли вам остановка в этом месте? Первое – разрешена. Второе – разрешение без заезда на тротуар. И третье – запрещена. Ну, запрещена. Желтая линия – это запрет остановки. Точно. Точно. Ну, там еще есть другие. Ну, а там какие транспорты могут вообще остановиться? Могут ли На в желтом экстренных знаке, случаях? насколько помню, вроде бы никто. Так, тогда, получается, вы выбрали третий вариант. Да, запрещена. Следующий вопрос. Можно ли вам на перекрестке выполнить разворот, двигаясь задним ходом? Можно. Можно, если при этом не будут созданы помехи другим участникам движения. И третий вариант – нельзя. Задним ходом двигаться, получается, ну, как бы напротив движения основного, это запрещено, в принципе. Это же все равно будет против основного движения, то есть ты, получается, двигаешься, еще и создаешь помеху потенциальную. Как вот так Ну, а можно? если вдруг там никого не будет? Ну и что? Ну, утром, улица пуст. Ну, Пусто камер там нет, на да? улице, ничего, Камер нет. спокойно. Камер нету. Ну, тогда чуть-чуть, наверное, можно, да? Ну, совсем нельзя, на самом деле, конечно. Да, Да. тогда вы выбрали, у нас получается вариант ответа Нельзя. нельзя. Ага. Так, следующий вопрос. С какой максимальной скоростью вы имеете право продолжить движение вне населенных пунктов на легковом автомобиле? Первый вариант 60 км в час, второй 90, третий 110 км в час. Этот знак, он означает, что ограничение скорости 70 закончилось, то есть вы выехали за город. То есть, соответственно, получается, можно ехать быстрее. Но нет никаких знаков, которые указывают, что можно ехать, например, очень быстро, потому что 110 это вообще, в принципе, мне кажется, очень быстро. То есть, получается, Да. до этого знака мы можем максимально ехать только на 7 км. Или как? Ну, видимо, там предыдущий знак был 70, да. Если здесь, получается, отмена 70 произошла. Мгм. И, скорее вариант всего, ответа значит, можно окончательный? ехать 90. 90. Это второй вариант ответа. Да. Итак, следующий вопрос. Разрешается ли вам выполнить обгоны в данной ситуации? Первое разрешается, второе разрешается только если скорость трактора менее 30 км в час, и третий вариант запрещается. Но это значит, мы приближаемся к То есть перекрестку. в любом просто. случае Да. стороны они должны уступить, то есть они должны убедиться, то, что автомобиль... Ну, получается, как бы, здесь, видите, дорога же, во-первых, узкая, там же нет каких-то дополнительных полос, да, нету никаких там пространств для маневра. Если я поеду, например, налево, я же как будто выеду вообще на встречную полосу. Тоже как-то странно. Ну, то есть в любом случае это же нелогично. Так, и Поэтому, ваш скорее вариант всего, ответа. мне тут, ну, это запрещается, скорее всего, да. Хорошо. Ну, мы двигаемся далее. И дальше следующий вопрос у нас звучит следующим образом. При въезде на перекресток вы
Первое. Должны уступить дорогу обоим транспортным средствам. Должны уступить дорогу только автомобилю. И третий вариант. Имеете преимущество перед обоими транспортными средствами. Мне кажется, надо уступить данной ситуации, потому что они уже на кругу находятся, и получается у меня никакого приоритета, знака приоритета нет. Я вижу уступить только обоим или только автомобилю? обоим, наверное. Ну а почему мотоцикл же тоже у него скорость большая, и вообще он участник движения. как Окончательно бы. тогда ваш вариант ответа. Да, должна уступить. Обоим транспортным Но я бы просто в реальной жизни бы точно уступила. Мгм. Да, Первый вариант выбирай. да. Хорошо. Так, двигаемся далее. Являются ли тротуары и обочины частью дороги? Являются. Являются только обочины, не являются. Ну первый, да, является, первый вариант. Мгм. Итак, двигаемся далее. На каком расстоянии до неровного участка дороги устанавливается этот знак вне населенного пункта? Первый вариант 150-300 метров, 50-100 метров и третий вариант непосредственно перед неровным участком дороги. Я просто помню, что нужно, да, вот насторожиться, и когда я вижу такой знак издалека, я прямо оттуда начинаю уже настораживаться и немножко скорость снижать на всякий случай. Вот, поэтому, ну, мне кажется, чем дальше поставишь, тем лучше в данном случае, да, по логике. Тогда выбираем вариант. Наверное, ответа. первый. Первый вариант Да. 150-300 метров. Итак, далее. Этот знак указывает первое расстояние до конца тоннеля, второе расстояние до места аварийной остановки, третий вариант направление движения к аварийному выходу и расстояние до него. Направление движения к аварийному выходу, расстояние до него. Так кажется. Ну, потому что, получается, этот знак, он вообще бывает во всех же помещениях. Это знак для помещений. Мгм. Тоннель в данном случае, он же такой закрытый, и поэтому, когда рисуют человечка, это имеется в виду, когда тебе нужно пешком бежать. Там же не нарисовано, что вот скоро будет остановка машины, возможно. И вообще в тоннелях как бы останавливаться всегда запрещено. На мостах и в тоннелях. Мгм. Тогда ваш вариант Да. ответа – это третье направление движения к аварийному выходу и расстояние до него. Это был у нас последний вопрос, и сейчас у нас результаты проверит преподаватель учебного центра «Фаворит» Наталья Ленских. Узнаем, сколько правильных ответов вы дали в нашем блиц-опросе. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Юлия, здравствуйте. Юлия ответила на 10 экзаменационных вопросов, и первый вопрос был. В какой из дворов вам можно въехать в данной ситуации? Юлия, здесь вы перепутали дорожный знак. Это знак не одностороннего движения, это знак движения только прямо. И в данной ситуации знак, установленный после перекрестка, действует до следующего перекрестка. То есть до следующего перекрестка можно двигаться только прямо. Но данный знак не запрещает повороты во дворы направо. То есть вы дали неправильный ответ. Правильный ответ будет «можно только во двор направо». Какой из указанных знаков запрещает дальнейшее движение всех без исключения ТС? Юлия, мы видим 3 знака, и все 3 знака круглой формы. Круглые знаки – это знаки запрещающие. Первый знак, как вы правильно сказали, кирпич, он запрещает въезд всех транспортных средств в данном направлении, но по нему есть исключение. Следующий знак Б – опасность. То есть нам говорят, что там есть какая-то опасность. И данный знак запрещает движение всех транспортных средств без исключения. Вы же выбрали знак В. Данный знак запрещает движение всех транспортных средств в обоих направлениях, но он не запрещает движение тех, кто проживает или работает в обозначенной зоне. Правильный ответ – знак Б. Это была ошибка. Разрешена ли вам остановка в этом месте? Действительно, желтая линия разметки запрещает остановку. Вы дали правильный ответ. Можно ли вам на перекрестке выполнить разворот, двигаясь задним ходом? Движение по дорогам общего пользования задним ходом у нас не запрещено. Но правилами запрещено движение задним ходом на перекрестке. Несмотря на то, что вы сомневались, вы дали правильный ответ. С какой максимальной скоростью вы имеете право продолжить движение вне населенных пунктов на легковом автомобиле? Я вам напомню, что в населенном пункте у нас разрешено при отсутствии знаков двигаться со скоростью не более 60, вне населенного не более 90. Вы не помните, но говорите, ездите не более 90, это правильно. И 110 разрешено только на автомагистралях. Вы дали правильный ответ – 90 километров. Разрешается ли вам выполнить обгон в данной ситуации? И вы выбрали ответ «запрещается». Запрещен обгон на перекрестках только в том случае, если
Перекресток регулируемый. Также запрещен обгон на перекрестке в случае, если вы двигаетесь по второстепенной дороге или в случае, если вы двигаетесь на перекрестке равнозначных дорог. Но вы двигаетесь по главной дороге. В этом случае обгон разрешен. Вы ошиблись. При въезде на перекресток вы. В данной ситуации мы видим знак «Круговое движение». У нас изменились правила дорожного движения, но если мы видим знак «Только круговое движение», то, как и было раньше, мы обязаны уступить дорогу тем, кто двигается по кругу. Приоритет будет только в том случае, если вы увидите знак «Главная дорога» и круговой перекресток. Являются ли тротуары и обочины частью дороги? Уверенно вы дали правильный ответ – являются. На каком расстоянии до неровного участка дороги устанавливается этот знак вне населенного пункта? Предупреждающие знаки в населенном пункте устанавливаются на расстоянии 50-100 метров, вне населенного 150-300 метров. Вы дали правильный ответ. Этот знак указывает, и также вы дали правильный ответ, направление движения к аварийному выходу и расстояние до него. Или вы ответили на 10 вопросов, на 3 вопроса вы ошиблись. Опыт у вас уже большой, я всем автомобилистам, в том числе и вам, рекомендую повторять правила дорожного движения. Хорошо, спасибо. Вот и подошла к концу наша передача. Дорогие телезрители, будьте бдительны, соблюдайте правила дорожного движения, берегите себя и своих близких. До новых встреч!